В Республику Коми пришли морозы. В разных муниципалитетах региона на этой неделе были объявлены актированные дни. По прогнозам синоптиков, низкая температура наружного воздуха продержится еще несколько дней. Интинские школьники не дождались отмены занятий. Напомним, при какой погоде устанавливаются актированные дни в образовательных организациях Приполярья. Ежедневно около 6 часов утра оперативный дежурный единой диспетчерской службы получает сводку метеоусловий и с учетом температуры воздуха на первую половину дня передает сведения в отдел образования. Специалисты ГУНО совместно с заместителем руководителя администрации принимают общее решение об установлении актированного дня. С наступлением морозов на самом деле актуально вернуться еще раз к порядку установления актированных дней на территории нашего города. Порядок закреплен постановлением администрации от 21 января 2021 года, номер постановления 1/68. Постановление размещено на официальном сайте отдела образования, на официальном сайте администрации, то есть каждый желающий может его посмотреть, прочитать, детально изучить и для себя взять информацию, которая ему необходима. Я сегодня напомню некоторые позиции, основные позиции этого постановления. Особенно это касается первоклассников, потому что эти семьи у нас впервые сталкиваются с ситуацией актированного дня. Поэтому я думаю, что информация будет полезна и для них, и старшеклассникам тоже напомним. Итак, для установления актированного дня у нас есть два критерия. Это ветер и погода, морозные условия, то есть температура наружного воздуха. При температуре минус 34 градуса актируется учебный день для учащихся первых-четвертых классов. При минус 35 градусов наружного воздуха у нас уже не учатся дети с 1 по 7 класс. Учащиеся с 1 по 9 класс не учатся при температуре минус 37 градусов. И если столбик термометра опускается до минус 40 и ниже, тогда мы уже актируем учебные дни для ребят с 1 по 11 класс. Также это касается студентов Воркутинского арктического политехнического техникума в нашем городе. Это интинский филиал у нас работает этого колледжа. Это студенты 1-2 курса. Это что касается температурного режима. Также мы говорим о наличии и скорости ветра. Мы знаем о том, что ветер с силой 2 метра в секунду понижает температуру наружного воздуха на 1 градус. То есть учитываются и мороз, как я говорила, уже и температура, и сила ветра. А вот все это суммируется. Около 6 утра принимается решение об актировании учебного дня, и уже идет информация в СМИ. Хотелось бы напомнить родителям, законным представителям детей, что за ними сохраняется право оставить ребенка дома. То есть учитывается и возраст ребенка, его физическое состояние, его самочувствие, а также расстояние от места жительства до места учебы. То есть если родитель понимает, что ребенку тяжело, что ребенку трудно, что ребенок не справится с такой ситуацией, то, конечно, он оставляет его дома. Большая просьба к родителям обязательно сообщить о своем решении в школу, чтобы классный руководитель или завуч, или директор, или в приемную информацию передать, но чтобы у нас педагоги были в курсе, по какой причине ребенок сегодня отсутствует у нас на занятиях. Ну а для наших ребят, я понимаю, что для них актированные дни – это долгожданные дни, они очень любят, они радуются актировкам, но тем не менее мы хотим еще раз акцентировать внимание и ребят, и родителей о том, что актированный день не является ни праздничным, ни каникулярным, ни выходным днем. Учеба продолжается в дистанционном формате. Узнать об актированных днях горожане могут на официальном сайте администрации Инты, а также на страницах ВКонтакте городской мэрии и 5 канала.